Вот так башкирским танцем в чистом поле на границе с Челябинской областью училинцы отметили знаменательные события в жизни не только своего района, но и всей республики. В главном проекте года регионального отделения Русского географического общества «Башкирская кругосветка» была поставлена крайняя восточная географическая точка. Кстати, установка такого памятного знака особенно понравилась бывшим пограничникам. Мы поддерживаем эту традицию, и каждый год, как пограничники, с семьями, с детьми будем приезжать сюда, встречать свой родной праздник 28 мая. 54 градуса 52 минуты северной широты и 60 градусов восточной долготы. Этот знак обозначает не границу Башкортостана, а точку, которой суждено стать еще одним местом паломничества туристов. Конечно же, для развития туризма, пусть она станет отправной точкой в развитии туризма не только Училинского района, и республики, и столб эта стела пусть имеет значение не в качестве, она пусть не разграничивает границу между республикой и Челябинской областью, а пусть она, наоборот, объединяет, то есть объединяет людей. Основной поток туристов на сегодняшний день, особенно вот эта северная часть, вот легендарный город Иремель, как раз проходит по этой трассе, то есть со стороны Челябинской области поток туристов есть, и там есть огромные резервы, которые мы еще не раскрутили, так скажем. И поэтому установление именно вот на границе, именно вот в этой зоне этой стеллы, оно имеет большое значение, потому что для них это будет, особенно для профессиональных туристов, это тут четко указаны координаты, для них это будет, во-первых, ориентиром, и какой-то символичной отправной точкой, то есть это значит, что они заехали в республику, они обозначили маршрут, и с этого у них будет считаться старт их маршрута по республике. Напомним, в прошлом году башкирское отделение Русского географического общества установило памятный знак на крайней северной точке республики в Янаульском районе. Затем на западе, в Бакалинском. Весной этого года столб с географическими координатами появился на юге, в Зианчуринском районе. Таким образом были обозначены все 4 крайние географические точки Башкортостана по сторонам света. Для чего это сделано? Во-первых, чтобы туристы, приезжающие в Башкирию, отмечали начало своего туристического маршрута, ориентировались. Да просто сфотографироваться с такого столба уже память о своем путешествии. К тому же региональное отделение РГО, которое придумало первый в России подобный проект для развития внутреннего туризма, будет поощрять участников башкирской кругосветки. Туристы, сдавшие фотоотчеты о посещении всех 4 крайних географических точек, согласно условиям конкурса, которые опубликованы на сайте Башкирского регионального отделения Русского географического общества, получат сертификаты и нагрудные знаки «Башкирская кругосветка». Но не это главное. Главное, что туристы, посещающие нашу республику, смогут узнать о ней много новых интересных фактов, увидят уникальные природные и исторические памятники. Взять тот же Училинский район. Наш район очень уникален. Имеются 29 озер, берут начало великие реки, много месторождений различных полезных ископаемых. По нашему району проходит яшмовый пояс, золотой пояс, драгоценные металлы. Вот только в Училинском рудный колчедан, где разрабатывается ежегодно месторождение, где добывается вот эта медная руда, она поставляется не только по республике Россия, даже покупают эту нашу руду и за рубежом. Вот туристы, посещающие наш район, все больше и больше будут знать о нашем крае, будут гордиться. Вот. Я думаю, количество туристов будет отныне еще больше увеличиваться. Теперь, после открытия крайней восточной географической точки Башкортостана, можно уже официально заявить о старте нового проекта Русского географического общества. Официально объявляем, что Башкирская кругосветка открыта. Доброго пути всем, хороших путешествий, легких дорог. И чтобы все точки были посещены, отчеты были сданы, а мы приготовим хорошие награды для участников. Доброго пути!
По условиям конкурса «Башкирская кругосветка» его участники должны прислать на сайт регионального отделения РГО фотографии на фоне стелы, установленной на крайней географической точке, а также фотографию из какого-нибудь местного музея. Для туристов с восточной стороны очень интересным в этом плане станет посещение геологического музея первого башкирского лицея города Училы. Музею более 10 лет. Основала его Зайтуна Гуреева, геолог по профессии, заместитель директора лицея по научной работе. С группами юных геологов сначала мы собирали местные породы, помогали геологи. Много мы тогда ездили. Ездить тогда с детьми было проще. Не было шлагбаумов, детей везде пускали, в общем-то. Но плюс я из геологической семьи, сама геолог, свои образцы принесли. И свердловские друзья-геологи, они тоже как-то, им понравилась идея, что дети будут изучать. И они потихонечку делились, привозили, менялись мы. Также мы с детьми ездили на различные мероприятия геологические. Отсюда брали яшму, периты и привозили то, чего у нас нет. Несколько тысяч экспонатов музея имеют весьма обширную географию. Все пространство бывшего Советского Союза, все континенты мира. Есть уникальные образцы, поэтому в музее всегда посетители. Очень начальное звено любит приходить. И если, значит, ученики других школ приходят, мы их всегда принимаем. Но к нам приезжают еще юные геологи с Перми, с Москвы, с Новосибирска. Ну, по интернету получают информацию как-то, и мы их принимаем. В общем-то, мы не только музеям показываем, но и совместные экскурсии делаем по геологическим точкам. В прошлом учебном году геологический музей первого башкирского лицея выиграл грант Министерства образования Российской Федерации. В прошлом году региональное отделение Русского географического общества по республике Башкортостан взяло в долгосрочную аренду уникальный природный памятник Аскынскую ледяную пещеру. Знаменитым ледяным скульптурам пещеры, созданным в течение тысячелетий природой, грозила опасность исчезновения. Из-за потепления климата температурный баланс в пещере изменился. Повлияло на это и неорганизованное массовое посещение природного памятника туристами. Сегодня Аскынская ледяная пещера находится под надежной защитой. В летний период вход в нее закрывается специальным теплозащитным экраном. Много сделано и для удобства туристов, посещающих пещеру. Построены мосты через водные преграды. Раньше приходилось эти ручьи переходить вброд. Построен гостевой дом для посетителей, навесы для отдыха и приема пищи, установлены аншлаги. Я уже не первый раз приезжаю, и удивило, что появилась развитая инфраструктура, мостики через ручей, появилась база, и я надеюсь, что очень скоро она заработает, будет очень удобно. Но главное, начат учет посетителей пещеры. Несмотря на ее труднодоступность, в выходные в Аскынскую пещеру приезжают десятки туристов. Теперь вход на территорию природного памятника платный – 100 рублей с взрослого человека. Скоро здесь появится удобная автостоянка. В гостевом доме можно будет остановиться на ночлег, в том числе и в зимний период. Недавно скалолазание стало олимпийским видом спорта, и через 2 года на Олимпийских играх в Токио впервые скалолазы мира смогут побороться за олимпийское золото, серебро и бронзу. Уже несколько лет на территории нашей республики, на границе Училинского и Белорецкого районов, действует уникальная спортивная база – скальная лаборатория. Ее основатель – альпинист-скалолаз с многолетним стажем Юрий Олейник совершил восхождение на все известные вершины мира на всех континентах. Впервые в 15 лет он поднялся на свою первую скалу именно здесь. Вот здесь мы тренировались, участвовали в соревнованиях. Постепенно я рос в спорте, в скалолазании, в альпинизме. С 2009 года появилось вот это место. То есть у меня мечта какая? Я сам с 15 лет занимаюсь этим прекрасным видом спорта, скалолазанием, альпинизмом, а потом еще ледолазание добавилось. Хочу передать свою мечту вот эту, и чтобы люди, подрастающее вновь поколение, молодежь, тоже познакомилась с этим прекрасным видом спорта. Потому что это все время общение с природой. Горы, скалы, лед.
Ну, словами это трудно передать. Это надо прожить самому вот такую жизнь. Рядом со скалой Юрий строит искусственную тренировочную стену, отвечающую мировым стандартам. По завершению строительства у нас в Башкирии можно будет готовить будущих олимпийских чемпионов по скалолазанию. Здесь отличная площадка для подготовки вот таких олимпийских чемпионов. Здесь практически малое Среднегорье. Мы находимся сейчас на высоте 850 метров над уровнем моря. Здесь есть и натуральная скала. И сейчас я строю здесь эталонный скалодром искусственный. Он во всем мире одинаковый. Практически вот на осенней магнитке мы будем уже соревнования проводить на этой эталонной трассе. Здесь все есть для этого. Все.